Тимахово, приветствую всех. Я недавно прочитал одну статью, совершенно новую, свежую, и она мне показалась очень интересной, занятной, и я решил сделать небольшой видеообзор на эту статью. Надеюсь, что вам очень понравится, потому что информация, ну, на мой взгляд, как минимум, очень интересная, новая. Она связана с историей адыгов, с историей Фанагории. И давайте я сначала расскажу, где я это прочитал, потом мы перейдем к обзору этой статьи. Прочитал я эту работу в журнале «Краткие сообщения Института археологии», выпуск 282, вот за этот 26 год. Вот статья называется... Давайте сразу перейдем к статье и будем ее читать. Не все, конечно, потому что статья не маленькая, но поэтому будем читать наиболее важные, интересные отрывки, я постараюсь их комментировать и делать, надеюсь, более понятными, потому что статья глубоко научная, она написана сложным языком, но, мне кажется, мы сможем с этим разобраться. Так, статья написана очень большим автором, группой авторов, вот их фамилии вот здесь, не буду их пока перечислять, сами прочитайте, если вдруг вам интересно. А название статьи «Историческая генетика Фанагории. Геномный анализ людей из эллинистического склепа». Вот. Давайте для начала разберемся, что такое Фанагория. Фанагория — это вот элементарная, скажем так, первичная информация из Википедии. Это древнегреческая колония. Она была расположена на берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове. Вот. И если говорить о современных, скажем так, локациях, да, это сегодня находится неподалеку от современного поселка Сенной, или Сенная поселок называется, наверное, в Краснодарском крае. Это Темрюкский район. Вот. И там находится вот Государственный историко-археологический музей, заповедник Фанагория. То есть это такая территория, где в древности располагалось поселение, которое называлось Фанагория. Это была колония древнегреческая, и она, скажем так, наверное, входила в состав Боспорского царства. Вот. И в анализируемой нами статье как раз рассматривается, делается анализ, геномный анализ, то есть генетический анализ людей из вот такого захоронения в этом месте, в Фанагории. Давайте, да, я, как сказал, выделил наиболее, мне кажется, важные части этой статьи, и я буду их читать и комментировать. Из вводной части, я думаю, что мы должны узнать, что вот Фанагория имеет как бы продолжительную историю. Ее основание в VI веке до нашей эры связывают с появлением здесь греческих переселенцев с территории Малой Азии. Так, и надо разобраться, что же вот ученые исследовали в рамках этих изысканий. Вот. И опять-таки в вводной части читаем. Объектом данного исследования стали костные останки двух индивидов из эллинистического склепа номер 247, обнаруженного Фанагорийской экспедицией ИА РАН, то есть Институт археологии РАН, при раскопках в 2015 году. Архитектура гробницы типична для грунтовых склепов поздней эллинистической Фанагории. Дромос в виде прямоугольной шахты, коридор за каменным закладом, ведущий в небольшую погребальную камеру. По левую руку от входа на полу камеры были обнаружены захоронения двух взрослых людей, лежавших вытянуто на спине, рука об руку, головами от дромоса. Мужчина был занесен в склеп первым, его уложили вдоль стены камеры. Рядом была похоронена его спутница. Ну, видимо, получается, конечно, можно ошибиться, но обычно, если вот такое захоронение обнаруживается, то, скорее всего, это были супруги, муж и жена. Рядом была похоронена его спутница. Необходимо отметить, что захоронения занимают около половины площади пола камеры, то есть места для менее тесного расположения умерших было достаточно. Между тем, женщину уложили таким образом, что она оказалась плотно прижата к мужчине. Это обстоятельство, скорее всего, свидетельствует о преднамеренном замысле в расположении тел погребенной пары.
правая рука, это очень такой, извиняюсь, романтический такой нюанс этого захоронения, очень интересный. Правая рука женщины лежала поверх левой руки мужчины, вероятно, маркируя такой погребальной позой близость этих людей при жизни. Единый для двух захоронений в склепе набор погребального инвентаря группировался в оставшейся свободной половине камеры в ее восточном углу. Обнаруженный погребальный инвентарь весьма типичен для эллинистических склепов азиатского Босфора. Он представлен большим количеством посуды, красноглиняные лекана с крышкой, пелика, кувшин и черноваковое рыбное блюдо. Керамический комплекс позволяет датировать его склеп вторым веком до нашей эры, то есть этому захоронению около 2200 лет. Не противоречит этой датировке и монета у черепа мужчины. Она принадлежит к массовому боспорскому типу монет фанагорийского некрополя. Фанагорийский сатир лук и стрела и датируется 200-110 годами до нашей эры. То есть как бы захоронения и вот эти монеты, которые обнаружены в этом захоронении, они одного и того же периода времени. Вот. Таким образом, как бы согласно вот этому отрывку прочитанному, мы делаем вывод о том, что вот эти захоронения, оно по типу, по погребальным инвентарным всяким вещам, его можно признать эллинистическим, то есть греческим. Колония греческая, поэтому как бы погребение тоже греческое, по греческому типу и так далее. Дальше читаем, в продолжении. Выбор именно этого погребения для палеогеномных исследований не случайен. Палеогеномное, это означает, если вдруг кто-то не знает, это генетическое исследование, но останков людей, извлеченных в том числе из Земли. Согласно ранее проведенным исследованиям, мужчина и женщина характеризуются различными стратегиями питания. Предполагается, что это может быть связано с их разным происхождением. То есть группа ученых заранее, как бы делая это исследование, на основании другого исследования знает, что вот эти два индивида, мужчина и женщина, у них был разный тип питания. А раз так, то, скорее всего, они как бы разного генетического происхождения. Между тем, подчеркнем, что археологический контекст сохранения мужчины и женщины в полной мере соответствует погребальной традиции позднеэллинистического Боспора и, в частности, Фанагории. То есть, о чем мы говорили. Погребение пары в одном небольшом склепе семейной усыпальницы с набором многочисленной керамической посуды характерно для жителей города, принадлежавших к достаточно обеспеченным слоям его населения. То есть это не просто фанагорийцы, это, скорее всего, были богатые фанагорийцы, какая-то элита Фанагории. Таким образом, зафиксированный погребальный обряд не содержит археологических аргументов и народности захороненных в склепе людей. Более того, он свидетельствует о приверженности этой пары и их родственников эллинским погребальным традициям, распространенным на территории Боспорского царства в эллинистическое время. Если говорить о методах исследования, то здесь очень много научных терминов, таблиц, схем и так далее. Я думаю, что это все нам не нужно. Просто попытаемся разобраться в азах каких-то этого исследования. И дальше будем уже говорить о результатах. Оба индивида, женщина и мужчина, старше 50 лет. Выбранные для кинетического исследования индивиды характеризуются различными стратегиями питания. Мужчина, его дальше мы будем обозначать термином образец ФАН-24, принадлежит к основной, наиболее многочисленной для Фанагории группе горожан, в рационе питания которой, по всей видимости, большую роль играла белковая составляющая, основанная на растениях S3 типа фотосинтеза. В то время как женщина-образец, она теперь называется у нас по-научному образец ФАН-23, относится к небольшой группе жителей столицы азиатского Боспора с более высокими значениями 13. Вот это символ, я не знаю, что означает, это что-то химическое, наверное, что может быть связано либо с употреблением растений S4 типа фотосинтеза, вероятно, проса, либо с включением в рацион белковой пищи, добытой из моря или пресноводных водоемов. Предположительно, женщина могла быть мигрантом или потомком переселенцев. Однако анализ соотношения изотопов стронция, эмали зубов мужчины и женщины не показал различий между ними. Это означает, что детство этих индивидов проходило на территории со схожими геохимическим сигналом.
Важно уточнить, что их изотопные показатели схожи с показателями других индивидов из некрополя Фанагории и не выходят за пределы значений, характерных для микрорегиона. Получение препаратов древней ДНК из костных фрагментов весом 40-120 мг проводили на базе университета Сириус в специальных помещениях, предназначенных для работы с древней ДНК согласно разработанной ранее методике. Дальше авторы статьи объясняют, как это все исследовалось, с цифрами, с названиями методик, техник, каких-то оборудований, инструментов. Это все очень занятно, наверное, очень интересно, но я думаю, что для широкой аудитории это все особо не представляет интереса. Поэтому мы это все пропускаем и переходим уже к самому интересному разделу — результаты этого исследования. Напоминаю, у нас два индивида, мужчина и женщина, им примерно по 50 лет. Перед исследованиями палеогеномными ученые знают, что у них есть разные стратегии питания, согласно предыдущим исследованиям. И можно предположить заранее, что они разного происхождения. То есть один может быть местным, второй не местным, второй индивид. И теперь смотрим, как согласуются с вот этими данными данные палеогеномного исследования. Здесь, видимо, обозначается антропологический материал, использованный в исследовании. Фрагмент улитки, височной кости. И FAN24, он исследовался через слуховые косточки. Дальше. Для обоих исследованных образцов были также реконструированы полные последовательности МТДНК и определены их митохондриальные гапогруппы. Здесь это пока пропускаем, вот эти гапогруппы. Таким образом установлено, что исследованные индивиды не являются прямыми родственниками по материнской линии. То есть у них матери разного происхождения. А что такое МТДНК и митохондриальные гапогруппы? МТДНК — это митохондриальная ДНК. Это та ДНК, та генетика, те хромосомы половые, которые нам передаются от наших матерей. Только по материнской линии. И, соответственно, по этим МТДНК мы можем изучать женскую историю, историю женской линии прямой каждого человека, так же, как и у мужчин. Соответственно, митохондриальные гапогруппы — это женские гапогруппы, характерные для индивидов, которые живут и сейчас, и которые жили в разное время. Для FAN23 определена гапогруппа H6A1A4D, а для FAN24 гапогруппа H5AC. И теперь самое интересное, теперь это все цифры, теперь надо разобрать, что это за гапогруппы, для каких популяций прошлого эти гапогруппы типичны, для каких нетипичны и так далее. Образец FAN24, то есть мужчина, индивид-мужчина. Для образца FAN24, принадлежащего индивиду мужского пола, была определена гапогруппа Y-хромосомы G-FG C21495, в скобках другое обозначение этой же гапогруппы, этой же ветки. Не будем это зачитывать. Здесь останавливаемся. Дочитаем и абзац следующий, и потом попытаемся понять, что такое это GFGC и так далее. Популяционный анализ, проведенный с использованием метода главных компонентов, показал, что генетические профили исследованных индивидов значительно различаются. Образец мужчины 24, FAN24, располагается в кластере современных кавказских популяций и наиболее близок к образцам с территории современной Турции. В то время как женский образец проецируется вблизи современных популяций центра и севера русской равнины. Давайте теперь попытаемся разобраться, что такое Y-хромосомная гапогруппа, GFGC и так далее. Это. Давайте посмотрим. Это сайт лаборатории Family Tree DNA. И здесь мы видим гапогруппа GFGC 21495. Та же гапогруппа, которая описана в статье. Она здесь так обозначается. Она же здесь мы ее видим уже на сайте лаборатории. Теперь давайте смотреть. Эта ветка, скажем так, гапогруппы G2A2, GFGC 21495, она появилась в 1750 году до нашей эры. Этой ветки
3750 лет примерно. Ну, 3000, скажем так, 800 лет, если грубо говоря, то 3800. И здесь вот мы видим, что в в эту ветку входят образцы, современные, скажем так, образцы из Республики Адыгея, Федерация Российская, там, Грузия, Республика Абхазия и так далее. То есть мы точно можем сказать, что эта ветка, она в большой степени характерна для современных абхазо-адыгов. Вот структура этой ветки. Здесь мы видим совершенно разные образцы. Вот здесь много адыгских и абхазских этих флагов на ветке изображены. Флаг Карачаево-Черкесии и так далее. Есть образцы из Чечни. Ну, тут много людей разных, из Грузии и так далее. Что же это теперь за ветка, да? Здесь имена этих протестированных мы не видим, но я вам скажу, что, допустим, к этой ветке GFGC 21495, допустим, принадлежат абазинские князья и дворяне, потомки так называемого легендарного Аноса, их первого отца, царя, наверное, Абазги, который жил на побережье Черного моря. И легенда о нем осталась, и считалось, что вот эти, допустим, современные абазинские рода, такие известнейшие, как и Айсановы, Ловы, Дударуковы, Трамовы, Бибедовы, считалось, что они все от этого праотца Аноса. И с помощью генетических исследований было установлено, что действительно так и есть. Они все реально являются потомком как бы одного отца, который жил больше 1000 лет назад. Соответственно, вот эта анасидская ветка включается вот в эту GFGC, тогда вот в эту ветку, которую мы сейчас рассматриваем. Допустим, к этой же ветке GFGC 21495, вернее, к ее подветке, анасидской подветке, относятся, допустим, кабардинские дворяне второй степени Шипшевы, Даутоковы, дальше современные такие кабардинские рода, как Китовы, Дикиновы, Доховы, Кишоковы и так далее. То есть там, кроме абазин, есть и как бы современные кабардинцы. Причем некоторая часть из этих родов тоже является довольно знатной и известной в прошлые времена. Также, кроме анасидской ветки, в эту же ветку входят другие подветки, куда также включаются современные абхазо-адыги. Если говорить об адыгах, то это современные кабардинцы, допустим, такие, ну, с такими фамилиями, как Пшихачев, Архестов, Катипахов, Сосмаков, Ерока, Пегидов и так далее. Таких фамилий здесь очень много. Я думаю, вот в ветке GFGC 21495 находится примерно 100-120 современных образцов абхазо-адыгов. То есть это не просто образцы людей из одного, допустим, рода, это образцы людей из совершенно разных родов. То есть мы можем сказать довольно уверенно, что в ветку GFGC 21495 входят больше 100 современных абхазо-адыгских родов. Причем большая часть этих родов, она является, скажем так, аристократической. Там много князей, дворян и так далее. Получается, что образец ФАН-24 из эллинистического склепа Фанагории относится к той же мужской линии, что и вот эти современные мужчины, которых вот мы здесь рассматривали. Если вернуться вот сюда, вот здесь мы видим вот ветку, ну, выше вот, ветка GFGC 21495, она выходит из ветки G-L1264. Она появилась, эта ветка, 2200 лет назад. Вот эта ветка GL1264, она является для современных абхазо-адыгов самой частотной, самой популярной, и большая часть современных абхазо-адыгов, родов по мужской линии, они восходят к вот этому предку GL1264. И, соответственно, ее подветка, которую мы сейчас рассматриваем, она является с высокой долей вероятности абхазо-адыгской, западно-кавказской, автохтонной мужской генетической линии. И образец из фанагорийского склепа также входит в этот кластер. И, скорее всего, этот мужчина, он был выходцем из, ну, учитывая, что он жил во II веке до нашей эры, ну, из условной Зихи, скажем так. Или он, или его отец, или его какие-то деды, прадеды, они, скорее всего, вышли из числа черкесов, влились в состав эллин, то есть греков, боспорцев, и
соответственно, стали частью этой популяции, которая потом, скажем так, наверное, воспринимала себя как эллин, как боспорцев, как кого-то еще. Но то, что у этого человека корни западнокавказские, абхазо-адыгские, я думаю, что мы можем сказать очень-очень уверенно. Единственный момент, который мне немного непонятен, я не понимаю, почему эти ученые, которые сделали такое удивительное, интересное исследование, почему они а, не сказали, что не просто кавказские популяции, вот здесь мы читаем, что образец мужчины ФАН-24 располагается в кластере современных кавказских популяций. Не просто кавказских, надо было, мне кажется, уточнять, что именно абхазо-адыгских, да, то есть не нахских, не дагестанских, там, не карачаево-балкарских, а именно современных абхазо-адыгов. Мне кажется, это довольно весомый, скажем так, момент, интересный момент, который надо было уточнять, но почему-то авторы этой статьи не стали уточнять, что не просто кавказские, а именно западнокавказские или абхазо-адыгские. Вот. Это, мне кажется, самый интересный момент этой статьи, но он не единственный, поэтому читаем дальше и смотрим, что еще мы узнали благодаря этому исследованию. Для оценки потенциального генетического вклада и сходства с древними популяциями проводили расчет F4 статистики в формате F4. Результаты анализа подтверждают, что образец FAN-24, то есть мужчина, имеет значительно больше общих аллелей с древними группами, населявшими территорию Малой Азии и Ближнего Востока в период от неолита до раннего Железного века. Почему? Потому что вот гаплогруппа G2A2, G1264 и так далее, это все как раз, скажем так, наследие, генетическое наследие Малой Азии, Анатолии и, если брать, наверное, более масштабно, там, Ближнего Востока. Поэтому, конечно, если исследовать, скажем так, сходство этого образца с популяциями древности, то, конечно, скорее всего, он ляжет в кластер, который характерен для Малой Азии и для Анатолии. В этом как бы это абсолютно закономерно. При этом образец FAN-23, то есть индивид-женщина, демонстрирует сходство с широким кругом древних популяций, преимущественно с территории Восточной и Северной Европы. То есть женщина по вот этим исследованиям больше похожа на европейку по своему происхождению. Даже не на гречанку, хотя Греция считается Южной Европой, а именно вот территория Восточной и Северной Европы. И вот в конце этого абзаца авторы говорят, важно отметить, что для обоих исследованных образцов не было выявлено статистически значимого сходства с древними популяциями бронзового и раннего Железного века с территории Греции. Грубо говоря, ни мужчина, ни женщина, чьи останки исследовались по своим данным, не являются, скажем так, выходцами из территории Греции. Да, то есть у них нет в генетике ничего, что объединяло бы их с какими-то популяциями, древними популяциями Греции, бронзового и раннего Железного века. Дальше в разделе обсуждения и заключения мы опять-таки начинаем еще глубже погружаться в генетическую историю этих образцов и читаем. Индивид ФАН-23 демонстрирует сходство с населением центра и севера русской равнины. Определенная у этого образца гаплогруппа МТ-ДНК, то есть митохондриальная ДНК женская, А6, А1, А4 обнаруживается преимущественно у жителей Восточной Европы, главным образом России, в меньшей степени Центральной и Северной Европы. Филогенетический анализ показал, что последовательности, наиболее близкие к МТ-ДНК данного индивида, встречаются у современных образцов с территории России, Польши, Дании и Финляндии. Среди древних был обнаружен образец AB124, отличающийся от FAN-23 лишь одним однонуклеотидным вариантом T11722C. Образец AB124 принадлежит мужчине, погребенному в могильнике пряноборской культуры Кушелева-2, Республика Башкортостан, датированном 3 и 2 веками до нашей эры. То есть это мужчина, образец, который раскопан в Башкортостане, и наша женщина, раскопанная ее останки раскопанные в Фанагории, они примерно как бы одного и того же времени. Образец, результаты расчета F4 статистики выявили сходство образца FAN-23 с древним населением эпоха бронзы, ранний Железный век, Восточной и Северной Европы. Таким образом, на основе анализа однородительских маркеров МТ-ДНК и аутосомного геномного профиля образца FAN-23 мы наблюдаем связь данного образца с популяциями Центральной и Северо-Восточной Европы.
Теперь давайте мы посмотрим на древо, уже не Family Tree DNA, а древо, митохондриальное древо сайта Waifu. Это такой сайт международный, который занимается интерпретацией полученных результатов. То есть ты сдаешь какой-то тест в какой-то лаборатории, получаешь результат, берешь этот результат, загружаешь за некую плату на сайт waifu.com, и ты получаешь, скажем так, интерпретацию своего результата на основании той базы данных, которая есть у этой организации. И здесь мы как раз видим вот капа-группу, женскую ветку H6A1A4, о которой речь шла в статье. И вот мы просто посмотрим на географию тех образцов, которые представлены на древе на 9 июля 2026 года. Почему? Потому что эта ветка все время меняется, как и все остальные ветки, потому что добавляются новые образцы, и, соответственно, ветка все время меняется. Поэтому если кто-то смотрит этот ролик через год после выпуска, выхода, скажем так, на свет, значит, к этому времени данная ветка могла уже измениться. Мы видим, что здесь есть образцы из Белоруссии, Венгрии, России, Татарстан, Республика Татарстан, Польша, Россия, Украина, Монголия, Хорватия, Польша, Украина, Венгрия, Россия, Швеция, Дания, Финляндия, Россия, Польша. То есть, ну, тут много образцов, как мы видим. И они, конечно, вот как здесь сказано, это в большей степени характерно для Центральной и Северо-Восточной Европы, и, конечно, это русская равнина. И на основании вот этих данных, скорее всего, мы можем говорить о том, что образец ФАН-23, женщины-индивида, скорее всего, происходил генетически не из территории Греции или Северо-Западного Кавказа, или Фанагории, там, Крыма, Тамани и так далее, а из территории современной Северной, Центральной, Северо-Восточной Европы. Мы переходим к образцу ФАН-24 мужчине и снова продолжаем изучать результат исследования вот этого индивида. Митохондриальная линия H5AC, это линия мужчины, да, определенная у мужчины, к настоящему времени была зафиксирована у древнего образца 4-5 веков нашей эры из могильника Мадараш-Халмок, расположенного на территории Венгрии. Добавим, что и у современного представителя этнической группы друзов, проживающих на севере Израиля, именно с образцом ФАН-24 демонстрируется наибольшее сходство. Сделать более подробное заключение о вероятном географическом и этническом происхождении материнской линии этого индивида на имеющихся данных затруднительно. Y-хромосома мужчины, ФАН-24, принадлежит к капогруппе, ну, это мы уже читали, это уже как бы рассматривали, которая имеет широкое распространение среди современного мужского населения Кавказа и выявляется у индивидов с территории Турции. Заслуживает особого внимания и то обстоятельство, что результаты расчета F4 статистики выявили сходство образца ФАН-24 с древним населением Малой Азии и Ближнего Востока, причем это сходство обнаруживается с группами, населявшими эти территории на значительном временном промежутке от 10 до 2000 лет назад. Большое искушение посчитать это сходство результатом миграции малоазийского населения в период Великой греческой колонизации, тем более, что Фанагория основана выходцами из города Теос. Разумеется, однозначные выводы не могут быть сделаны на основе анализа единичного образца, необходимо исследование методами полногеномного анализа дополнительных образцов из некрополя Фанагории. На этом статья заканчивается, но не заканчивается как бы этот подкаст. Давайте посмотрим на структуру ветки мужчины-индивида, его митохондриальную линию посмотрим. Тот же сайт Waifu, вот здесь мы читаем H5AS, и вот тот же образец, о котором написано в статье, ведь здесь флаг Израиля, это не еврей, не израильтяне, это друз, это другая этническая группа, автохтонная для территории как бы современного Израиля. Дальше вот мы здесь внизу видим вот образец из Венгрии, но это вот здесь мы наводим курсор и читаем Ancient DNA, то есть древняя ДНК. Это образец, раскопанный на территории современной Венгрии, и вот он как раз здесь вот обозначается. Могильник Мадараш-Халмок, образец 4-5 веков нашей эры. Так, и самое интересное. Данная статья, она была написана
в 24... Ну, она, вернее, не статья была написана, как я понял из текста. Сами исследования проводились, наверное, в 24 году. И статья, скорее всего, писалась в этом году. Она проходила рецензирование и так далее, и была напечатана вот недавно. Здесь мы увидим, кроме тех образцов, которые перечисляются в статье, еще два образца. Вот здесь H5AC1A, мы видим, что есть два образца из Кабардино-Балкарской республики. Это вот эти два образца. На основании открытых источников, а именно данных, которые написаны в телеграм-канале Карачаево-Балкарского ДНК-проекта, я выяснил, что это два современных балкарца, Гаев и Гажонов, их митохондриальной линии. Они образовали общую подветочку, которая сформировалась 950 лет назад, и общий предок для двух этих мужчин по женской линии жил около 300 лет назад, ориентировочно. Таким образом, получается, что мужчина, образцы которого были раскопаны в Фанагории, по мужской линии имеет, скажем так, в совпаденциях ближайших абхазо-адыгов, а по мужской линии этот же образец, а по женской линии, вернее, этот образец имеет пока что связь с современными кавказскими популяциями из числа балкарцев. Два балкарца у нас есть в этой ветке. А почему же тогда авторы статьи про это не написали? Скорее всего, потому что вот эти исследования, скажем так, которые помогли вывесить на древе два балкарских образца, были сделаны уже после того, как данная статья была написана. То есть авторы не знали, что в будущем эту ветку пополнят два болгарских образца, поэтому про них здесь в статье мы ничего не читаем. Но я думаю, что авторы этой статьи с удовольствием, наверное, вписали эту информацию в статью, но пока этого нет, но мы это видим вот здесь на древе. Может быть, этот же образец ФАН-24 по женской линии имеет связь и с современными абхазо-адыгами. Мы не знаем, но при, скажем так, более тщательном будущем генетическом исследовании современных абхазо-адыгов по женским линиям, возможно, у этого образца появятся родственники из числа современных абхазов, адыгов, абазин, убыхов и так далее. Таким образом, мы имеем, мне кажется, замечательную статью, интереснейшую статью. К сожалению, в России такие палео-ДНК-исследования проводятся не очень часто, но, как я надеюсь, в будущем их будет все больше и больше. И я очень рад, что первые же исследования фанагорийского склепа помогло нам, скажем так, получить вот такую информацию, которая связана напрямую с современными абхазо-адыгами. И я благодарен всем, кто работал над этой статьей. Лично прочитал с огромным интересом. И надеюсь, что в будущем мы будем читать еще больше и больше таких материалов. Очень надеюсь, что вам тоже это было все интересно. Надеюсь, что вы поняли смысл содержания этой статьи. Если есть вопросы, пишите в комментариях. А если есть комментарии какие-то, не вопросы, а комментарии к сказанному, тоже пишите комментарии. С удовольствием читаю. Если есть потребность моего ответа, я отвечу. С удовольствием буду вам писать. И в будущем я буду стараться, если есть такие материалы новые, интересные, которые связаны с абхазо-адыгами, я постараюсь их тоже вот так освещать в рамках таких, может, подкастов, может, небольших роликов. Но в любом случае я постараюсь держать вас в курсе событий. Поэтому подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Поча.